Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас на установочном вебинаре, который посвящен вопросам организации и проведения республиканского конкурса лучших практик по сопровождению молодых педагогов в образовательных организациях. Для начала вы можете в чате отметить, насколько хорошо слышно. Пока вы это делаете, я хочу обратить ваше внимание, что будет представлена только презентация, и будет данная презентация сопровождена непосредственно комментариями о данном республиканском мероприятии. Ну, если вы готовы, то давайте мы начнем с рассмотрения основных положений данного конкурса и с определенных, так скажем, разъяснений и нюансов. Данный конкурс проводится в рамках проекта адресной-методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более 5 лет «Молодые педагоги». Данный проект реализуется уже в течение нескольких лет в республике. В частности, его оператором выступает Комреспубликанский институт развития образования. Учредителем данного конкурса выступает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, а организатором Комреспубликанский институт развития образования. Данный конкурс является заочным, то есть он проводится в заочном формате путем сбора и экспертной оценки конкурсных материалов, о которых речь пойдет несколько позднее. Основные цели и задачи данного конкурса связаны с выявлением и поддержкой и продвижением лучших практик в контексте мероприятий, программ в сфере сопровождения молодых педагогов образовательных организаций, а также их распространения и тиражирования среди образовательных организаций республики. Обращаю ваше внимание, что планируется по итогам конкурса создать подобный сборник практик для того, чтобы действительно тиражировать его в образовательных организациях республики. Какие задачи стоят перед данным конкурсом? Это выявление эффективных региональных практик и инициатив, а также инструментов решения актуальных задач сопровождения молодых педагогов. Создание системного механизма внедрения лучших региональных практик и инициатив для решения задач сопровождения молодых педагогов. Ну и, как я уже отмечал, это тиражирование лучших региональных практик и инициатив на территории Республики Коми. Кто может стать участником данного конкурса? Пожалуйста, обратите внимание, в первую очередь это педагоги-наставники, и во вторую очередь это образовательные организации. Педагоги-наставники, основным местом работы которых является государственные или муниципальные образовательные организации Республики Коми, которые реализуют все виды, собственно, программ, реализующие образовательные программы дошкольного образования, основные общеобразовательные программы, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, программы дополнительного образования, программы среднего профессионального образования. Ну, а среди образовательных организаций это образовательные организации дошкольного, общего, специального или коррекционного, дополнительного, профессионального образования Республики Коми, в которых осуществляют профессиональную деятельность молодые педагоги со стажем работы до 5 лет. То есть все педагоги, имеющие непосредственно так называемый статус наставника и образовательные организации, могут представить в рамках данного конкурса, в рамках номинаций, о которых мы с вами будем говорить несколько позднее, рассмотрим детально, те достижения, те методические не только наработки по сопровождению молодых педагогов в образовательных организациях. Итак, вот относительно номинаций. Как я уже говорил, для педагогов-наставников номинация – это лучшее мероприятие, а для образовательных организаций – это лучшая программа. Давайте рассмотрим относительно педагогов-наставников. Лучшее мероприятие должно быть проведено по условиям конкурса с молодыми педагогами, педагогом-наставником в течение 18-20 года. То есть мы можем исходить из рамок календарных годов, то есть в 18, 19, 20 году. И внутри номинаций, как вы видите, представлено в скобках, могут быть выделены категории номинации. То есть фактически это могут быть мастер-классы, это могут быть круглые столы, семинары, TED-сессии, тренинги, кейсы и прочие формы работы с молодыми педагогами, которые может быть отнесены или могут быть отнесены к этой номинации.
Поэтому мы не ограничивали в данном случае при описании требований, конкурсных требований данной категории и будем исходить уже из наличествующего собственного материала, конкурсного материала, который поступит для экспертизы и для определенной, так скажем, систематизации. То есть фактически, если педагог-наставник провел в рамках данной номинации либо мастер-класс, либо круглый стол, непосредственно с несколькими молодыми педагогами и так далее, либо какой-то определенный семинар и прочее, данное мероприятие может быть представлено как конкурсное, и оно может быть направлено в адрес оргкомитета республиканского конкурса. Относительно образовательных организаций, то есть лучшая программа сопровождения, она опять же должна быть реализована и проведена с молодыми педагогами в 18-20-х годах, и также здесь предлагаются разные категории номинаций. При этом данные категории, так же как и в предыдущей номинации, не ограничиваются. Что это может быть? Это могут быть выставки, где основными, собственно, участниками выступают непосредственно молодые педагоги, ярмарки, стажировки, программы, обучающие семинары, программы повышения квалификации, форумы, конференции и так далее. То есть все то, что было проведено и организовано образовательной организацией для непосредственно молодых педагогов или для молодого педагога и так далее. Да? То есть фактически здесь категории, как вы видите, номинации не закрыты, и фактически это расширяет возможности в данном случае поиска тех лучших региональных практик, которые имеются непосредственно в образовательных организациях и у педагогов-наставников, непосредственно осуществляющих профессиональную деятельность в образовательных организациях республики. Резюмируя, еще раз обращаю ваше внимание, 2 номинации для педагогов-наставников «Лучшее мероприятие», для образовательных организаций «Лучшая программа». Категории номинаций не ограничены. Здесь в положении представлены лишь примеры. Календарь конкурса. Конкурс стартует 1 мая и завершается данный конкурс 30 июня. То есть в течение 2 месяцев данный конкурс будет осуществляться, и вы видите, что на этом слайде у нас представлены определенные периоды. С 1 по 31 мая осуществляется прием и регистрация конкурсных документов. С 1 по 21 июня будет проводиться экспертиза представленных конкурсных материалов, ну и, соответственно, в соответствии с теми критериями, которые имеются в данном положении конкурса. О них мы тоже сегодня с вами будем говорить. Вот. И это будет сделано для того, чтобы осуществить уже определенное рейтингование участников, организации, для того, чтобы вывести уже непосредственно итог участия всех в данном конкурсе. С 22 по 30 июня будут подводиться итоги конкурса и будет формироваться список здесь не только общеобразовательных организаций, но и педагогов-наставников, победителей и призеров. И самое главное, да, то есть до 31 мая 2020 года необходимо заполнить заявку, форму которой я продемонстрирую вам несколько позднее, оформить файл с конкурсными материалами и направить на электронный адрес, который вы видите в данном случае на экране project.m@bk.ru. Хочу обратить ваше внимание, что весь календарь конкурса, вся информация будет непосредственно представлена в информационных письмах, которые будут направлены на этой неделе в муниципалитеты, также на сайте института и на других ресурсах, которые будут сопровождать данный конкурс. И вся эта информация там будет представлена. Основные требования к оформлению и содержанию конкурсных работ. По номинации мероприятия. В соответствии с требованиями, обратите, пожалуйста, внимание, необходимо отобразить, так скажем, да, в содержании аннотацию мероприятия, то есть целевая аудитория, цель мероприятия, да, в данном случае при необходимости вы можете указать, в какой период было осуществлено проведение данного мероприятия и так далее. Сценарий или сценарный ход данного мероприятия, имеющиеся методические материалы,
если таковые необходимы, например, в качестве приложений и так далее. Ну и подтверждение о проведении мероприятия в образовательной организации. То есть это может быть либо копия приказа, либо это может быть выписка из приказа, либо справка и так далее, которая подтверждает, что в данном случае педагог-наставник действительно провел данное мероприятие. И здесь вы видите, также предлагается две формы представления. Это может быть текстовый документ, либо видеоматериал. То есть фактически здесь вы можете использовать разные возможности для представления непосредственно своего опыта. В данном случае, посмотрите, пожалуйста, вы выбираете самостоятельно. Если кому-то удобно подготовить всю информацию в текстовом материале, пожалуйста, вы можете это сделать. Кому-то в видео вы можете также подготовить подобную информацию и направить уже в адрес оргкомитета. По номинации программа необходима пояснительная записка этой программы, общая характеристика программы, цели и задачи, ее основные результаты, содержание, условия реализации программы, а также электронные ссылки желательно указать на реализацию мероприятий программы, которая может быть отражена на официальном сайте участника конкурса. То есть, если образовательная организация в течение какого-то периода осуществляла реализацию программы, то она может подтвердить данными ссылками на официальном сайте участника конкурса, да, вот, реализацию подобной программы. Точно так же предлагается несколько форм представления. Это может быть текстовый документ, это может быть видеоматериал и так далее. То есть вы выбираете непосредственно самостоятельно в данном случае форму представления непосредственно конкурсных материалов и направляете в оргкомитет конкурса. Заявка на конкурс и конкурсный материал представляется в электронном виде. Форму заявки мы с вами посмотрим. Текстовый документ должен быть выполнен в формате Word. Шрифт традиционный, Times New Roman, Кегель 14, межстрочный интервал одинарный, поля стандартные. На титульном листе материалов указывается название конкурса, название конкурсных материалов, номинация и авторский коллектив. Это нужно будет сделать обязательно, поскольку в любом случае участие в данном республиканском мероприятии завершается получением в случае победы либо призерства определенных документов, ну и, соответственно, участники также получают сертификаты с указанием должностей и самой образовательной организации, которая представляет данный непосредственно опыт. Это тоже касается и непосредственно педагога-наставника, но здесь он может в данном случае уже представлять себя как единственного автора, осуществившего реализацию определенного мероприятия. Видеоматериалы могут быть представлены в формате MPEG-4, AVI с минимальным разрешением, которое здесь представлено, создано любым доступными средствами. И видеоматериалы в этом случае желательно, чтобы они были оформлены информационной заставкой, как это предлагается сделать, например, в текстовом документе. И еще один момент. По усмотрению участника конкурса конкурсные материалы могут быть представлены в форме перечня, содержащего по каждому представляемому документу ссылку на соответствующий файл, который размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети интернет. И фактически, представляя подобным образом информацию, любой эксперт сможет в данном случае, выбрав соответствующую ссылку, может просмотреть документ, который закреплен за этой ссылкой. Либо это текстовый документ, либо это заявка, либо это видеоматериал и так далее, и так далее. Такая возможность в данном случае у и педагога-наставника, и образовательной организации имеется. В связи с этим при выборе подобного варианта нам очень важно будет получить непосредственно саму заявку и данный перечень как самостоятельный документ вместе с заявкой. И необходимо как раз будет переслать это все в оргкомитет. Итак, вот две формы заявок. В левой части это заявка для педагогических работников, где указывается фамилия, имя, отчество автора полностью, его должность, место работы, юридический почтовый адрес образовательной организации,
должность, извините, здесь повторяется, номинация, тема методической разработки, то есть как она называется, и контактная информация автора, то есть телефон, адрес электронной почты и так далее. И вот здесь важно отметить, что здесь необходимо подписать в двух местах педагогу-наставнику, тем самым подтвердив следующие сведения. Заявитель, участник конкурса, подтверждает, что является автором представленных на конкурс материалов и передает организаторам конкурса право на их использование в ходе проведения конкурса и последующего тиражирования, распространения. Поскольку, еще раз напоминаю, что одна из задач данного конкурса – это на основании экспертной оценки выявление лучших практик сопровождения молодых педагогов и, соответственно, тиражирование этих практик в образовательных организациях Республики Коми. И в соответствии с федеральным законом 152 ФЗ о персональных данных участнику необходимо дать свое согласие на обработку персональных данных. Похожая заявка, которая размещена в правой части у нас на данном слайде, сформирована для образовательных организаций. Здесь фиксируется юридическое наименование образовательной организации, то есть фактически это полное наименование, учредитель, фамилия, имя, отчество руководителя, почтовый адрес образовательной организации, телефон с указанием телефонного кода, адрес электронной почты, это фамилия, имя, отчество автора в практике и занимаемая должность каждого из них, то есть автора или автора практики, и название практики, то есть той программы, которая может быть представлена образовательной организацией. И также здесь два пункта, которые подтверждает непосредственно руководитель образовательной организации. Заявитель, участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на конкурс материалов и передает, опять же, для тиражирования, ну и дает согласие на обработку персональных данных. Данные формы заявок будут доступны для свободного скачивания в тех информационных новостях, по сути, и анонсах, которые будут размещаться у нас на сайте института и не только. Какие критерии оценивания будут использоваться для оценки представленных конкурсных материалов по данным двум номинациям? Первая часть у нас общая для номинаций мероприятия и программа. Рассмотрим. Во-первых, содержание деятельности соответствует целевой установке, заявленной в мероприятии или программе. То есть, когда содержание всего того, что представлено в разработке, действительно отвечает целевой установке и целеполаганию автора данного мероприятия. Если же в данном случае эксперты посчитают, что подобное соответствие минимально, то, соответственно, участники могут получить довольно низкие оценки, поэтому можно на это обратить внимание. Далее, это использование разнообразных форм, технологий, методов, приемов сопровождения участников, то есть тоже оценивается, да, как на мероприятии, так и в программе в целом. Содержание деятельности учитывает новые тенденции или тренды в образовании, которые, конечно же, связаны и обусловлены реализацией национального проекта образования и федеральных проектов, ну, например, таких как «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» и так далее, и так далее. Далее два критерия, которые позволяют оценить и мероприятие, и программу в контексте ориентации на так называемые самопроцессы или пропроцессы. Ориентация на самопроцессы, то есть когда сама по себе разработка мероприятия или программы основывается на применении методов, которые поддерживают самоопределение, самопроектирование, самореализацию, самоконтроль, самооценку, самопонимание молодых педагогов. То есть развивает непосредственно так называемую профессиональную, может быть, самость или ориентированы, по крайней мере, на это. А ориентация на процессы – это применение методов, которые активизируют проектирование, программирование, прогнозирование профессиональной деятельности молодыми педагогами. То есть, например, создаются условия для того, чтобы молодой специалист осуществил целеполагание, либо сформулировал ряд задач, может быть, даже в программе самообразования, либо в каких-то иных видах активности. Но в данном случае
главная цель применения этих методов – это действительно активизация данной деятельности, то есть проектирование, программирование, прогнозирование. И вот эти процессы, они будут оцениваться экспертами при анализе конкурсных материалов. Дальше это результативность практики, то есть имеются ли определенные критерии эффективности практики, заявленные самим, в данном случае разработчиком или разработчиками, и результаты измерения эффективности. То есть в данном случае цель, результат и средства оценки данного результата, то есть фактически здесь мы анализируем в данном контексте вот эту триединую непосредственно связь. Перечислены возможности практического применения и значимости представляемой педагогической практики для других педагогов, если мы говорим о мероприятии, или для образовательных организаций, если мы, например, говорим о программе. Оценивается возможность тиражирования практики, то есть насколько представленное мероприятие либо программа может быть тиражирована для иных образовательных организаций без учета специфики работы, может быть, контингента, условий и так далее, и так далее. Также будет оцениваться оригинальность подходов и нестандартность предлагаемых педагогических решений в рамках мероприятия, в рамках программы. Будет оцениваться в данном случае уникальность практики, то есть наличие уникальных элементов, которые выделяют ее среди других практик в данной номинации, ну, либо в достаточно известном непосредственно опыте сопровождения молодых педагогов. Следующий критерий, и вот именно на него я хотел бы обратить ваше внимание, это наличие артефактов, подтверждающих удовлетворенность в данном случае. Это наличие опросов или позитивных отзывов, материалов в СМИ о реализованном мероприятии или программе. То есть если у вас имеются участники, которые могут или могли написать и сделали это отзывы о мероприятии и программе, то фактически эти отзывы вы также можете приложить, и они будут в данном случае зафиксированы как имеющиеся непосредственно для данного мероприятия или для данной практики. То есть все отзывы, которые вы проводили, которые вы имеете, или все опросы и результаты этих опросов вы также можете приложить. Также вы можете указать ссылки на публикации в СМИ о реализованных мероприятиях или программах. Ну и методическое обеспечение практики, то есть наличие методических документов, описывающих практику педагога-наставника, образовательной организации и так далее. То есть насколько представлены материалы действительно с точки зрения возможности реализации, например, здесь и сейчас, являются достаточно полными и представляют методику работы, например, педагога-наставника или образовательной организации по сопровождению молодых специалистов. Дальше мне хотелось бы обратить ваше внимание, что это дополнительные критерии показатели оценивания конкурсных материалов только для программ, для номинации программы. Здесь появляется еще два критерия. Это представлены количественные и или качественные данные, свидетельствующие о наличии положительных результатов представляемой практики. То есть, когда мы говорим о реализации программы, то фактически это более пролонгированный непосредственно вариант сопровождения, где данные могут быть представлены не только как результат реализации программы, но могут быть представлены входные данные, промежуточные и так далее, и так далее. И здесь контекст может быть как представлен как количественный, так и качественный, и в целом это будет свидетельствовать как раз о наличии положительных результатов представляемой практики. Ну и дополнительный еще критерий: практика сопровождения молодых педагогов образовательной организации была представлена на разных уровнях: на муниципальном, республиканском, федеральном и так далее. Это может быть объяснено, например, участием в форумах, педагогических конференциях, в том числе всероссийских и так далее. И фактически, когда у нас имеется непосредственно возможность в общих положениях по этой программе описать ее, вы можете как раз вот этот момент указать, что практика сопровождения молодых педагогов образовательной организации была представлена на муниципальном уровне и так далее. Если есть какие-то ссылки, если есть какие-то артефакты, вы можете тут же их указать и так далее. И все это позволит нам в данном случае и экспертам достаточно быстро оценить этот критерий.
Ну и в примечаниях вы видите, что используется пятибалльная шкала, где единицы – это очень низкая оценка критерия, 2 балла – низкая оценка критерия, 3 балла – это средняя оценка критерия, 4 – высокая, а 5 баллов – очень высокая оценка критерия. Подведение итогов конкурса. На основании оценок экспертов будет осуществляться рейтинг участников, и он будет формироваться с учетом типа образовательной организации и по итогам, в данном случае, оценки или получения средних баллов всех членов жюри конкурса. То есть фактически мы будем дифференцировать в данном случае все материалы, которые будут представлены по типам образовательной организации. И механизм – это подсчет просто-напросто всех средних баллов, всех средних значений, которые будет браться в данном случае за основу непосредственно для последующего рейтингования участников внутри каждой градации в соответствии с типом образовательной организации. Победителями конкурса в каждой номинации считаются участники, которые в рейтинге заняли первые и третьи позиции. И при этом данные участники должны набрать не менее 50% от максимально возможного количества баллов. То есть фактически, если уровень конкурсных материалов будет, ну, условно говоря, низкий либо средний, и фактически первое, второе, третье место не достигнет половины, в данном случае от максимально возможного количества баллов, то, к сожалению, данные материалы не будут признаны как победители. В течение 5 рабочих дней после утверждения оргкомитетом итогов конкурса будет издан приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми об итогах проведения конкурса. Ну и итоги конкурса будут официально опубликованы. Информационное сопровождение республиканского конкурса будет осуществляться на сайте непосредственно Коми Республиканского института развития образования, в новостной ленте, а также непосредственно на сайте профессиональные конкурсы конкурс.kiro.ru, в данном случае, где будет самостоятельный раздел, посвященный республиканскому конкурсу. Сейчас на данных сайтах пока нет информации в данном случае, но к 1 мая она обязательно появится, и особенно это будет видно по сайту профессиональные конкурсы, где будет непосредственно вся представлена информация, также предложена для самостоятельного ознакомления и так далее. Будут приложены соответствующие формы заявок, которые можно будет в свободном доступе также скачать и, соответственно, использовать их для подготовки конкурсной документации. Куратором мероприятия выступает проректор по научно-методической работе Габова Марина Анатольевна и сотрудники Центра научно-методического сопровождения программ проекта в области образования. В данном случае вы видите наши электронные адреса, также вы видите непосредственно наши телефоны. Вы можете звонить, и мы будем при необходимости консультировать или ответим на возникшие все ваши вопросы. Напоминаю, что телефон КРИРО 28 60 11 в городе Сыктывкаре. И у Марины Анатольевны добавочный 316, извините, у Аверина Александра Викторовича 339, у Анастасии Вячеславовны Орешниковой 312. Уважаемые коллеги, представленная презентация будет представлена в новостной информации, она будет прикреплена. И вся эта информация появится в течение завтрашнего дня на сайте КРИРО. Следите, пожалуйста, за новостями. И все сопутствующие в данном случае документы, это приказы и так далее, тоже будут представлены и приложены к сегодняшнему непосредственно выступлению. Коллеги, у меня все. Если у вас есть вопросы, я прошу вас их непосредственно задавать. Есть ли что-то, что требует еще определенного, так скажем, разъяснения и так далее? Ольга Эдуардовна, спасибо.
что все понятно. Еще раз напоминаю, что вы можете звонить, в данном случае вы можете писать, и мы обязательно ответим. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нас с вами конкурс стартует 1 мая, и до 31 мая мы завершаем прием конкурсных материалов. Резюмируя, хочу сказать, что вы в качестве конкурсных материалов представляете заявку, ну и, соответственно, те документы, которые в рамках номинации соответствующей вы можете представить. С учетом тех рекомендаций, которые представлены были сегодня в моем выступлении, будут отражены непосредственно в положении. Это материалы в текстовом виде, либо в электронном виде. И, соответственно, посмотрите, пожалуйста, в рамках номинации могут быть самые-самые разные категории. Поскольку вопросов нет, я благодарю вас за то, что вы нашли полчаса времени для установочного вебинара. Я желаю вам всего самого наилучшего. Берегите себя и всем здоровья. Всего доброго, до свидания.